Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Что разрывает его сердце? Что терзает его душу? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на любимого мужчину, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого человека, назовите его по имени и задайте свой вопрос. Мой милый дорогой, что разрывает твое сердце? Что терзает твою душу? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на загаданного человека. Что же его так терзает и что его так донимает? Непростая ситуация, сразу говорю. У кого-то отыграется, что человек порченный. Не у всех, не 100%, но здесь признаки испорченности, подпорченности есть. Ну, давайте по порядку. Во-первых, что же разрывает его сердце? Что терзает его душу? Неуверенность в себе, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в вас, в женщине, которую он выбрал для себя, для жизни, для будущего. Вы знаете, я открою вам тайну, либо секрет, как вы к этому отнесетесь, я тоже не знаю, но я скажу, потому что это видно, это нужно сказать. Это человек на вас обратил внимание и вошел в вашу жизнь, руководствуясь не любовью, а выгодой. Выгода была в том, что вы очень стабильная, ресурсная, здоровая, пробивная, уверенная в себе и умнее, чем он. Хотите верьте, хотите нет, но здесь так и видно. Он по сравнению с вами как ребенок. Он потянулся к вам, потому что увидел в вас сильного человека, увидел в вас опору. Вот к чему он потянулся. Внешне ваш мужчина может быть, я не знаю, там двухметровым великаном, весь там из себя, брутал, уверенный, спокойный, да, но внутри это ребенок. Вот он здесь, видите, вышел ребенок. Мало того, он еще как шут какой-то гороховый. Вот такой вот он, неспокойный, несобранный, растерзанный, расхлебанный. Вот такой вот он человек. Здесь явно считывается недостаток материнского внимания, либо какая-то любовь неполноценная, да, матери к сыну. Может быть, мама была слишком занята, много работала, либо занималась по большей части своей личной жизнью. Ребенок как бы рос сам по себе, он не знает, что такое любовь, он не знает, что такое хорошие гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. Не знает. Вас он увидел, как, знаете, как ангел, да? Ангел спустился с неба, идет по грешной земле, творит добрые дела. Вот он увидел вас, обалдел просто, потому что раньше таких женщин он не видел. И вот он, как нищий, с протянутой рукой пошел за вами, за вашей любовью, за вашей нежностью. И этот человек полюбил вас в процессе. И я даже больше скажу, он до сих пор в вас влюбляется. И влюбляется все больше и больше, все сильнее и сильнее. И это его очень сильно пугает. Он настолько погружается в вас, настолько он погружается в эти чувства и эмоции, что иногда ему кажется, что он просто тонет. Тонет, и он такой весь одинокий, беспомощный, как бы ему выбраться. С другой стороны, тут у него другая беда началась. Страх потери. Страх потерять вас. Страх того, что вы от него откажетесь, поймете, что он недостойный. Страх того, что вы выберете более мужчину представительного, да, во всех смыслах слова. Очень вас ревнует, очень ревнует. И не понимает, как вы за вот этот период, да, у кого-то прям небольшой период времени, честно скажу, да, вы настолько сильно его под себя, да, подмяли. Вот он именно так об этом думает.
Представляете, такой, да, брутальный дядька, и тут на тебе, при женщине, как цветочек аленький, да, млеет аж весь. Он не знает, что происходит. У кого-то девочки отыграются, что мужчина ходит, ну, по экстрасенсам, может быть, да, вопреки тому, что, может, он там отшучивается, посмеивается над людьми с сверхспособностями, но вот обращался, пытался узнать, почему я пропадаю, почему она настолько надо мной имеет власть, да, почему я без нее жить не могу, надышаться не могу, почему так происходит. Человек здесь, конечно, настроение меняется 5 раз в день. То паника, то большая радость и счастье, то опять истерика, то вот все, я люблю, я хочу, я буду. У человека за последнее время могло очень сильно поменяться отношение к вам, либо в принципе он начал вести себя странно, да, пропадать, прятаться, каким-то быть таким смурным, через губу разговаривать, да, обидчивым слишком сильно. Ну, как девчонка, да, ФМС. Вот так себя ведет мужчина. Хотя это ему не свойственно. Если вы посмотрите, как он общается с другими людьми, там может и хохмить, и шутить, и весь такой из себя. А с вами нет. С вами он вообще поменялся. А это все любовь, девочки. Любовь, причем любовь, которая, вот знаете, по рукам и ногам вяжет. Которая лишает воздуха. Которая, ну, понимаете, глаза затмевает. Вот такая любовь, сильная, мощная любовь. Ему бы расслабиться и отдаться этому свету, отдаться бы этому счастью. А он напрягается, потому что боится, потому что не умеет и не знает, как любить. Знаете, ему иногда кажется, что он заболел. Да, это вот наваждение, я заболел. Либо кажется, что, может быть, вы действительно чем-то там его напоили, бедняжечку, заколдовали, причаровали. Вот такие мысли даже у него идут. Если мужчина этот не свободен, и вы смотрите на того, кто не свободен, здесь, но за него борются. И его поведение – это результат смеси, да, любви к вам и борьбы той и другой женщины. Той другой женщине, ну, скажем так, он нужен для галочки. То есть она не желает, например, быть брошенкой, она не желает остаться без кормушки, да, потому что он для нее все-таки кормушка идет, такая, ну, достаточно серьезная, либо мальчик для битья, да, то есть, может быть, она и сама по себе неплохо зарабатывает, неплохо себя чувствует, но ей нужно на кого-то, понимаете, там, гырчать периодически и спускать пар. Человек, которого вы загадали, я уже сказала, да, он незрелый, он ребенок. По сути, абсолютно незрелая личность. И такой личностью очень легко управлять. Особенно знающим людям, которые, ну, знаете, есть такие, которые там психологи от рождения, да, знают, где уколоть, где пинка дать, где пошантажировать. Вот очень похоже, что эта женщина, она его портит этим, да. Может быть, действительно она какая-то великая манипуляторша, ну, ваша соперница, либо она действительно может обращаться по каким-то специалистам, ходить и удерживать этого человека. Нужен он ли по факту, да, для любви, для счастья? Нет, не нужен. Не любит она его, несчастлива она с ним. А для чего нужен? Вот для этого дела. Либо для того, чтобы, как я говорила, да, периодически в него коготки свои вставлять и выпускать этим пар. Он там загнанный и забитый. Когда они внешне выходят в мир, ну, кажется, что, ну, пара обычная, да, все у них хорошо, все у них в порядке. А по факту она его там затравила, закусала, забила и в угол загнала. Вот так они живут. Но мужчина при этом какой-то вот прям, знаете, вот у него взгляд иногда затравленный бывает. И это все потому, что у него какая-то моральная какая-то установка на семью, на то, что там нужно быть честным, справедливым, 5-е, 10-е, терпеливым. Не знаю, что-то там неправильно, что-то там не сходится. Либо ему задурили голову вот этими всеми пунктиками, да, либо он, ну, от рождения такой, да, вот опять же таки незрелая личность отыгрывается. Его сердце разрывается от любви к вам. Но эта любовь, она до конца им еще не осознана. И поэтому она вместо того, чтобы излечать и помогать, она его травмирует. Как только он расслабится, как только он позволит этим чувствам окрепнуть, как только он их просто даже признает, ему станет намного легче.
Он на пути, он на пути, он встанет. Видите, вот здесь он на попе ровно сидит, ножки расставил, а здесь он встает на ножки. Это все случится, девочки. Причем случится буквально вот тут 1,5-2 месяца, не больше. Этот человек, он, понимаете, он будет с вами. Вот вы у него в будущем идете. Он будет ходить, он будет вас добиваться. Он, понимаете, осознает, что люблю, хочу, надо. Но другой вопрос, а нужен ли он будет вам? У вас на горизонте какой-то мужчина еще появляется. Может быть, вы устанете от его вот этой неопределенности, да, как собака на сене. Сегодня я с тобой, завтра я обиделся, послезавтра еще что-то со мной произошло. У кого-то отыграется, что вы, девушка, которая смотрит, загадала, скажет: да ну иди лесом, зачем ты мне нужен? Зачем? И когда вы это скажете, вот поверьте, мужчину как подменят. Вот тогда уже он от вас вообще никогда не отстанет. Это уже, как, знаете, мадам, я ваш навеки. Человек сам себя отравляет, да, вот прям какой-то, как яд он, да, выпивает. Каждое утро встает и выпивает там стакан яда вместо стакана чая. Он бы давно мог поменять свою жизнь. Давно. Но вот посмотрите, по вот этому барану невероятно упрямый. Невероятно. Очень упрямый человек. И еще такой момент, что его портит, это его страсти. Страсти. Он очень страстный человек, не только вот там в интимной жизни, но и в каких-то вопросах, делах. Азартный человек. И такой, знаете, его легко взять на слабо. Вот там, ты типа не мужик, ты типа там не можешь. Вот он готов голову расшибить и доказать, что я мужик, я могу. Вот это его очень портит. И это позволяет людям хитрым им манипулировать и управлять. Понимаете? Этот человек очень ранимый. И зная свою эту проблему с ранимостью, он пытается выстраивать барьеры и заборы. Но не с теми людьми он их строит. Между вами и этим человеком он выстроил, да, он быстренько там смастерил такой, знаете, загончик для себя, где он прячется от вас. Но не от вас надо прятаться. Вас, наоборот, нужно любить и приглашать к себе в душу и в сердце. Вот здесь его ошибка, это его фатальная ошибка. Он мучается просто так, по своей дурости, по своей глупости. Вы уж простите, но я скажу, как вижу. Следит за вами, подслеживает, подсматривает, пытается узнать, пытается понять, насколько вы честная, насколько вы верная, насколько вы бескорыстная, насколько вы там, я не знаю, не обидите, не предадите бедняжечку. Вот это пытается сейчас он сделать. И что интересно, вот ищет не там информацию, либо не у тех спрашивает, не у тех. И то, что он узнает, либо в принципе, да, может, и ничего не узнает особо, да, потому что не там спрашивает, его это расстраивает, его это, в печальку вводит. Ему бы честно к вам прийти и с вами поговорить, взять вас за руку, посмотреть в ваши глаза и все понять. Нет. Мы не ищем легких путей. Мы будем ходить там по бабкам, по деткам, расспрашивать, там, может быть, соседей, каких-то там подруг, коллег и прочее. Но прямо мы не спросим. Вот такой человек. Сам себе усложняет жизнь. И вместе с тем и вас за собой вот эту пучину тяжести тащит. Вот этот момент я вижу. Здесь есть девушка какая-то, которая невероятно переживает за этого мужчину. Любит его очень сильно и очень сильно переживает. Помогала ему не раз его прощала, не раз к нему, может быть, даже возвращалась. Но а отдачи как бы никакой. Никакой. Устанете вы его ждать, устанете, упорхнете вы от этого человека. И будет он потом с очком за вами бегать до бесконечности. Смотрите, девочки, кто недавно расстался, развелся, разошелся. Вот ваш мужчина, если вы загадали на такого мужчину, то у него сейчас такая степень, знаете, как отрицание. Он сейчас отрицает то, что произошло. Он, во-первых, для себя, для своего успокоения думает, что это временная ситуация, что ничего страшного, все равно мы там сойдемся, потому что любим, потому что должны. Я остыну, она остынет, все у нас будет хорошо. И он тратит время.
свое время и ваше время он тратит. Все равно он к вам придет, потому что без вас он не сможет. Все равно он будет с вами. Здесь очень сильно у кого-то просматривается кармическая связь. Не у всех, у кого-то. У тех особенно людей, у которых есть перепоны в отношениях, либо очень сложные отношения, когда вы вместе, вы постоянно вот как электризуетесь друг от друга, да? Вроде как примагнитиваетесь, и в то же время отталкиваетесь. И у кого-то ситуация, что очень сложно выстроить отношения из-за разных причин, да, вот, которые вас разводят и разделяют. Это кармические отношения, вам все равно быть вместе. Вам нужно будет научиться справляться со всеми трудностями. И, ну, я так понимаю, что вы-то готовы, вы уже и в огонь, и в воду за ним готовы идти. А вот у него немножечко с восприятием проблемы. Его первый шаг к счастью, это осознание своих чувств, принятие своих чувств. Дальше он будет идти, развиваться, уже будет намного проще. Дайте этому мужчине немножечко времени. Не торопите, не тормошите. Придет его час, придет его время, он вас еще очень-очень, скажем так, и удивит, и порадует. Насколько он поменяется в лице, насколько он поменяется в отношении к вам. Потому что вы его женщина. Вы ему идете, главной женщиной, вы идете ему, его, ну, как хозяйкой, понимаете? Хозяйка его судьбы. Вот так вот, девочки. Но, еще раз говорю, у кого-то отыграется, что женщина устанет и скажет: все, иди прочь. Не хочу. А у кого-то девушка примет, согласится, особенно те, кто кармические, и можете жить. Жить, поживать и горя не знать. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.